На календаре 8 января, а на дворе как минимум весна. Учитывая количество отдыхающих, можно подумать, что наступило лето. И действительно, на набережной Сухума оживленно, а в вечернее время людей еще больше. Как отметил министр туризма Астамур Логуа, хорошая погода и событийные мероприятия для привлечения туристов дают результат. За неделю текущего года посещаемость главных достопримечательностей страны увеличилась почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Заполняемость крупных объектов размещения достигает 80%. С 1 по 7 января, например, если мы возьмем такие объекты турпоказа, локации наши главные, как Новоафонская пещера и озеро Рица, Новоафонскую пещеру посетило за 7 дней почти 10 тысяч человек, что наполовину больше, чем в прошлом году. Вот прошлый год за эти дни было 5 тысяч, сейчас 10. К сожалению, мы не можем похвастаться с Рицей, так как на Рице все-таки 3 дня была закрыта дорога, да, с 1 по 3 число. Но и там тоже 5 тысяч человек было посещение. Но вы видите, сами можете обратить внимание, какое количество гостей было в Сухуме. Очень много людей было в Гагре. Вот опять же по большим объектам размещения, если мы будем говорить, то там заполняемость сегодня Сухума и Гагры, конкретно о больших объектах говорим, 80%. Я думаю, что это хороший результат. Мы заключили соглашение с сочинским телеканалом туристическим, да, и я же вижу просмотры, анализирую, что происходит. За 2 дня 60-70 тысяч просмотров ролика фестиваля «Мандарин», концертов в пещере. Это все, безусловно, работает и привлекает к нам новую аудиторию. Я была на открытии фестиваля «Мандарин», посмотрела здесь концерт возле театра Чанба. Знаю, что 10 числа будут собирать торт вокруг фонтана на площади Багапш, но мы, к сожалению, уже не сможем его попробовать. Мы завтра улетаем. А вот планируете еще посетить Абхазию? Конечно, еще раз? конечно. Летом, как всегда. Летом я приезжаю сюда на месяц. Релокация, перезагрузка. В Москве минус 15, здесь плюс 15. Вот, по сути, вся причина. Мы были на мандариновой ферме, вообще клево, кстати. Нам дали корзинку, мы с детьми собирали мандарины. Вот такие ивенты, они очень полезны. Поэтому развивайте это направление. Я думаю, гостей будет еще больше. Погода радует, особенно гостей из северных регионов России. Из снежных январских сугробов в минусовую температуру в теплый солнечный край. Это ли не праздник? Однако в последнее время сюда приезжают не только провести новогодние каникулы, но и посетить разного рода фестивали и ярмарки. Мы в Абхазии 3-й раз. Были весной, летом. Приехали на зимние каникулы. Отдыхаем мы в Новом Афоне, но тянет сюда. Мы здесь были на мандариновой елке. И вот сегодня опять приехали. Вот наш любимый ресторан. Уже не один раз тут кушали. В общем-то, у нас нравится. Я приехала, мы все приехали из города Екатеринбурга. У нас там много снега, минусовая температура. Но попали в межсезонье, красивые пальмы, море. Мы у себя на даче ездим на Буране. Снегоход такой большой, снега много. Очень нравится, все красиво. Первый раз здесь, в Абхазии. Погода вообще шикарная. У нас холодно, слякоть, а здесь вообще прекрасно все. Погода очень радует. На самом деле за теплом, за солнышком мы приехали. Отдохнуть от городской суеты. Понравилось разнообразие локаций. Было действительно интересно и мне, как взрослому человеку, и детям. Они с удовольствием загадывали желания, фотографировались с чебурашкой, слушали местную музыку. Это было хорошее новогоднее приключение. Абхазия надеется на устойчивый рост турпотока из России за счет развития транспортной доступности и диверсификации туристического продукта. В Минтуризма уверены, что такого рода круглогодичные мероприятия не только продлевают турсезон, но и работают на перспективу. Для реализации этого потенциала Министерство туризма впервые предоставило официальный событийный календарь на 2026 год. Это масштабный план мероприятий, призванный раскрыть культурный, гастрономический и природный потенциал страны в течение года. Всего планируется провести около 30 событий. Фестиваль цветения мимозы, например, мы собираемся активно проводить. Даже сейчас параллельно проходят концерты в Новоафонской пещере. Вчера был аншлаг, например. Да, люди едут из близлежащих регионов России, чтобы послушать капеллу абхазскую в пещере. Такого рода фестивали будут. Мы говорим о том, что мы собираемся проводить
фестиваль народов Кавказа, песни и танцев народов Кавказа и Юга России, который пройдет в мае. Широко будем праздновать это мероприятие в Лахнаште. Мы говорим о том, что в мае же месяце мы хотим провести первый в Абхазии Акватсфест, показать нашим гостям, какие вкусные приготовления мы можем готовить из нашего мяса, которое у нас есть. Да? Мы говорим о том, что к лету, к середине лета мы собираемся провести в Абхазии фестиваль уличных музыкантов, сделать Абхазию площадкой, где идет большой фестиваль, для того, чтобы, опять же, это своя субкультура, интересно людям. Фестивалей, мероприятий на год запланировано очень много. И это и винный, и пивной фестиваль, это фестиваль кукурузы. Очень интересное будет мероприятие. Не хочу сейчас раскрывать всех деталей, но думаю, что оно точно привлечет своего туриста, особого туриста, которому это будет интересно. Повторюсь, ничего нового в этом нет, в том, что проводятся конкретные мероприятия, события, да, под которых приглашают гостей. Но в Абхазии мы этим не занимались раньше. Думаю, что мы сейчас идем в правильном направлении. Надеюсь, что с поддержкой нашего общества, народа, мы сделаем хорошие, классные мероприятия для того, чтобы сделать Абхазию еще более интересной для гостей. Все туроператоры, которые занимаются Абхазией, которые продвигают Абхазию, теперь знают, в какое время, где и какие мероприятия будут подходить. И они уже будут готовить небольшие туры, понимаете, под мероприятие. Даже, условно говоря, я абсолютно уверен, что наш аэропорт будет еще больше развиваться, и в следующем году рейсов будет больше, и городов будет больше. Уверяю, что под конкретно фестиваль «Мандарин» абсолютно уверен, что будут вот такие мандариновые туры новогодние, где можно приехать на 3-4 дня, отдохнуть, провести время и обратно улететь. Но для этого нужно, опять же, развитие его комплексное. Да? И мы очень надеемся, что аэропорт, еще раз повторюсь, это большое подспорье для нас, будет развиваться. Несмотря на выраженную сезонность, республика обладает всеми ресурсами для трансформации в круглогодичное направление. Ключевую роль в этом процессе играет событийный туризм, который в 2026 году стал драйвером привлечения гостей в межсезонье. Сима Аргун, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.